Наверное, самым лучшим творческим подарком для всех нас сегодня стали приветственные тахпах Альбины Васильевны. Мы, конечно, сейчас отмечали еще и столетие Михаила Еремеевича Кичичакова. Не могла я его не отметить тоже своим небольшим творчеством. В Тахпахе говорится «хылчижах». «Хылчижах» — это значит Кичичаков, «хылчижах роды». Адабыз шері, адабыз тұтқан жеріне, аймақ жерден арғал келді. Арлы біздің олғы біздің адын көдірігі, арын погударха сағылды. Я что-то стала заикаться. Biz tutkan şerine şirhırık şerden şon geldi. Şayaşı oldun adını gödürege, şalahay gömünün ağıldım. Adabız tutkan şerbizge, aymaq şerden arğal şıldım. Arlı kadın Kilçiçakov'dın, arık budarha sağıldım. Наверное, от волнения. Саңнары солазын, хылчыжақ айына төли, хылчыжақ мұқайланың адын, хыры хазнада танидым. Хылчыжақ мұқайланың адын, хакас шонында умдулбас. Хылчыжақ мұқайлабыз адын, хыры хазнада шит барбас. Михаила Еремеевича Кичичакова, конечно, везде знают. Его произведения, уже говорилось, переведены настолько, на 12 языков мира переведены, и дальше издавался единственный писатель, который издавался 3-миллионным тиражом. Так, я теперь так понимаю, дальше плавно перехожу к своему выступлению. Что-то все пересохло во рту. Никогда так не волновалась, но сегодня приходится. Дорогие гости нашего юбилейного торжества, от имени правления Союза писателей Хакасии поздравляю вас с 70-летием основания нашего союза и столетием со дня рождения Михаила Еремеевича Кичичакова. Главные результаты творческой трудовой деятельности писателей – это книги. За последние 5 лет читателям нашей республики через сеть библиотек и персональное дарение писатели Хакасии адресовали более 150 книг художественной литературы, а за 70 лет свыше 1000 книг. Большинство своих книг мы издаем за собственные средства и с помощью спонсоров. Однако за счет финансовой поддержки правительства Хакасии, Министерства культуры Хакасии, наш Дом литераторов с 2009 года тоже активно включился в работу по изданию произведений местных писателей и уже дал жизнь более 100 книгам. Наши прозаики, поэты, драматурги не только пишут, издают свои творения, но и активно участвуют в общественной, просветительской и литературной жизни республики. Мы, коллеги, за последние 5 лет, мои коллеги за последние 5 лет провели более 600 встреч с читателями в библиотеках, домах культуры, музеях и школах.
Важная составляющая нашей общественной деятельности – работа с молодыми и талантливыми авторами. С 2012 года с участием профессиональных писателей работает клуб молодых литераторов «Таинство слов». Вот уже 6 лет в селе Верхняя Тёя на базе литературного музея имени Михаила Еремеевича Кельчичакова Дом литераторов совместно с Союзом писателей и музеем-заповедником Кушту-Яхтас проводит летний литературный лагерь для молодых авторов. Благодаря поддержке нашего министерства и безвозмездной работе консультантов, наставников Владимира Балашова, Александра Катажекова, Галины Казачиновой, Юрия Черчинского, Валентины Шулбаевой, Натальи Ахпашевой, Юрия Иванова, Нины Майнагашевой, Сергея Майнагашева, Анатолия Султрекова, Валерия Полежаева, Альбины Курбежековой статус литературного лагеря с республиканского уровня вырос до межрегионального. Мы, писатели, носители народного и литературного языка, очень ответственно относимся к миссии его сохранения и развития. Возрождена важная традиция проведения выездных творческих встреч во все районы и города республики в рамках проведения Дней тюркской письменности. Активно участвуем во всех мероприятиях, посвященных Дню хакасского языка. Пропагандируем художественную, историческую и краеведческую литературу на хакасском языке. Усилиями наших писателей подготовлен и издан русско-хакасский словарь, хотя Владимир Николаевич покритиковал. Словарь издан для школьников. Творческие встречи – это тоже на грантовые деньги и поддержку Министерства образования маленько. Творческие встречи сопровождаются мастер-классами по исполнению традиционных тахпахов, фрагментов древних преданий. Наши писатели – постоянные участники научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, теле- и радиопередач, вебинаров для учителей-словесников, шефствуют над зрелыми и юными начинающими авторами стихов и прозы, помогают правлению Ассоциации литературных объединений Юга Красноярского края и Хакасии «Сибирская лира». Для нас, писателей, архиважно, чтобы книга дошла до того читателя, что это такое, кому это адресовано, потому что мне же не видно. Я еще не дошла до благодарностей. Я не крот, мне не видно. Спасибо. Так, для нас, писателей, архиважно, чтобы книга дошла до того читателя, кому она адресована. Поэтому мы системно, тесно сотрудничаем с библиотеками. Их сотрудники проводят многогранную работу по пропаганде творчества тех писателей, чьи произведения наполнены светом мудрости, знаний и высоких духовно-нравственных, моральных качеств. От имени коллег-писателей выражаю искреннюю, сердечную благодарность всем сотрудникам всех библиотек республики. По инициативе и с участием членов правления нашего союза с 2014 года Институт развития образования внедрил программу «Писатели Хакасии детям». Этот документ дал повод и возможность школьным библиотекарям и учителям вовлекать детей и подростков в чтение книг наших писателей, а на этой основе участвовать в конкурсах.
За 5 лет проект вовлек в свою орбиту более 100 тысяч учащихся. Представляете? И свыше 500 учителей и библиотекарей. Он стал заметным инструментом в работе по воспитанию школьников. Все это, да что там со светом, что мне... Но темно, мне не видно. Он стал заметен, так сказала, все это далеко не полный перечень дел, направленных на развитие литературного творчества в республике, на повышение культурного уровня наших сограждан, на воспитание подрастающих поколений достойных человеческих качеств. Всю свою работу правление нашего Союза проводит в теснейшем содружестве и взаимодействии с коллективом Дома литераторов Хакасии. Они главные организаторы большинства литературно-творческих деяний. От имени всех писателей я выражаю огромную, нежную благодарность методистам Татьяне Шубаевой и Ирине Юсуповой, директору Надежде Бурнаковой, бывшему директору Александру Катажекову, а также куратором Дома литераторов и нашего Союза Руфине Чистогашевой, заместителю министра Ирине Браем и министру культуры Леониду Еремину. За последние 17 лет нашей жизни отношение к писателям во многом изменилось не в лучшую сторону. Тем не менее, правительство и Верховный Совет Республики Хакасия находят возможность уделять внимание писателям, достойно оценивать их творческие достижения. Тут уже говорилось и показывалось, за лучшие художественные произведения мы имеем возможность получать премии и звания лауреатов литературных премий имени Николая Домажакова и Моисея Баинова. Периодически нашим лучшим писателям присваивается почетное звание Республики Хакасия. Утверждено почетное звание «Народный писатель Хакасии», а молодые и талантливые писатели получают именные стипендии. Уважаемые гости, сегодня мне очень хотелось назвать много имен тех, кто активно, творчески транслирует слово писателя людям. Но одно имя назову – Михаил Еремеевич Кильчичаков, 30 лет своей жизни отдавший развитию художественной литературы Хакасии. Завершаю свою речь искренним, сердечным поклоном в адрес всех, кто причастен к творчеству писателей Хакасии. И благодарю всех тех, кто сегодня собрался, всех, кто уважает труд наших писателей. Наши писатели совершенно достойнейшие люди, это я от себя чину. Они абсолютно достойно оцениваются у нас в Москве, в Союзе писателей России, тому свидетель Брантой Янгович. И не только в нашем государстве. Имена наших писателей прославились уже далеко за нашу республику. Завершая свою речь, всех благодарю и встретимся через час в Национальной библиотеке имени Николая Георгиевича Домажакова на межрегиональной конференции, посвященной столетию со дня рождения Михаила Еремеевича Кильчичакова. Благодарю всех.